Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», в студии Ирина Ефимова. На этих выходных в нашем обществе разгорелись нешуточные страсти по поводу переименования части площади Ленина в столице нашей республики в площадь республики. Кто-то считает, что теперь Якутск вовсе останется без площади Ленина, кто-то рад предстоящим обновлениям. Я хочу напомнить, что и проспект Ленина, и площадь обновили совсем недавно в рамках реализации мастер-плана столицы республики. Давайте, прежде чем перейдем к обсуждению в студии, посмотрим сюжет. Свое начало площадь Ленина в ее почти привычном понимании берет в далеком 1957 году. Появилась она на месте снесенного гостиного двора и называлась Преображенской. К столетию вождя пролетариата в 70-х она приобрела свое нынешнее имя. Затем прошла несколько этапов реконструкции и видоизменений, только после этого ушла на глобальный ремонт. А это уже наши дни. Монтаж и укладка плитки, установка малых архитектурных форм и уборка. Главная площадь столицы готова встречать первых гостей после масштабной реконструкции, которая стартовала в прошлом году. За это время сердце столицы республики, как его называют архитекторы, успело измениться до неузнаваемости. Работы проведено очень большое количество, больше 10 тысяч квадратов метров бетона залито, больше 1000 кубометров только на ландшафтный дизайн, вот у нас залито бетона. Также различные материалы использованы, именно искусственно созданные, натуральные камни. И вот все в совокупности мы получаем уже такую красивую картину. Обновилось на площади практически все. 12 колонн СРГ, каждая по 13 метров. Светомузыкальный сухой фонтан, иллюминация, места для отдыха и даже зарядки для мобильных телефонов. Все, что делает городское пространство современным и комфортным. И все это соревнуется за внимание с самым главным элементом площади. С вот этой ландшафтной конструкцией, которая, кстати, имитирует те самые холмы, которые находятся вокруг Якутска. Пространство получилось не просто красивым, но еще и функциональным. Сейчас здесь уже лежит первый снег, но по весне, летом здесь все будет усеяно газоном. Здесь можно будет не просто проводить время на свежем воздухе, наслаждаясь солнцем, но и наблюдать за фонтанами и различными представлениями, как будто в амфитеатре. Под наклонным сооружением спрятано инженерное оборудование для фонтана и подсветки. Сама конструкция облицована натуральными камнями и эрклезом, материалом, имитирующим вечную мерзлоту. Он уже, кстати, подсвечен, да, по-моему? Ну, завершается работа. Немножко вот можно увидеть, что эрклез со стороны, с внутренней стороны с подсветкой. Ночью, конечно, это будет ярко, будет очень видно. В первую очередь, первый год эксплуатации мы просто перекроем наклонный ландшафт, хотя бы для того, чтобы сохранить рулонный газон в том виде, в котором он есть. Вот как раз пользуясь моментом, я надеюсь, все жители нас услышат. Дело в том, что для того, чтобы рулонный газон мог позволить на нем лежать, сидеть, общаться, ему необходимо, конечно же, окрепнуть, и для этого необходимо время. Сам новый фонтан сделали с подсветкой и музыкальным сопровождением. Одна из композиций принадлежит преподавателю Высшей школы музыки Николаю Михееву. Саму тему я вообще написал в детстве, когда мне было 11. Потом, обучаясь в Санкт-Петербурге, уже лет 21, я уже написал для такого симфонического состава. И произведение потом ныне сейчас очень часто исполняется в филармонии Якутии, в различных городах России, даже за рубежом. Сама по себе площадь Ленина одна из самых больших в России, сравнимая по размеру с Сенатской площадью в Санкт-Петербурге. Именно поэтому было важно подчеркнуть это пространство современными технологиями, якутской мифологией и астрономической концепцией. Открытие всегда предваряет начало эксплуатации, начало жизни объектов. И вот какой будет жизнь, зависит от нас вместе, всех, от жителей Якутска, республики. Здесь, конечно, будут проводиться самые крупные мероприятия, самые важные события республики, поэтому здесь точно будет все так, как запланировано и так, как хотелось бы видеть. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, обновленная площадь Ленина стала самым заметным дополнением и к новому облику города, а в ближайшем будущем станет настоящим местом притяжения для гостей и жителей Якутии. Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Ну что ж, я приветствую гостей в студии. И в прошлую пятницу у нас прошли в мэрии очень бурно общественные слушания на эту тему. Аян Ильич, вы там были? Да. Коротко
Можете сказать, Ну, добрый вечер, уважаемые коллеги, телезрители. Ну, вот как уже было сказано, в пятницу окружная администрация провела публичное слушание по данному вопросу. Ну, зал был практически полон. Ну, и речь идет о зале Республики, да, наверное, репортажи видели, слышали. Очень много было полярных мнений, да, вопросов, предложений. Но все-таки, по моему мнению, тех людей, которые выступали за сохранение наименования площадь Ленина, их было гораздо больше. Мгм. Вы вот эту тему у себя поднимали в блоге? Да. И там были разные мнения. Совершенно верно. Ну, рад всех приветствовать сегодня. Мнения абсолютно разные. Все зависит на самом деле от группы респондентов в том числе. Мы в Народном фронте максимально объективно подходим к таким вещам и делаем абсолютно опросы, которые проходят со случайными прохожими. То есть мы не идем за конкретной аудиторией. Буквально вот 3,5 часа назад я был на площади Ленина, на части площади Республики, где задавал этот вопрос, как относятся к этому жители. Мнения разделились, безусловно, есть разные мнения. Есть кто-то за консерватизм, чтобы все осталось как было. А молодежь и пожилые люди тоже высказались, в принципе, в очень даже положительном ключе, что им очень нравится часть площади новая. И это нормальное явление, 1000 людей, 1000 мнений, поэтому здесь хочется сказать, конечно, что в ходе опроса все равно большинство, небольшое, там чуть перевес был, положительно отнеслись к этому новшеству, поэтому я думаю, в обществе нужно эту тему на самом деле пар выпустили, вот уже подойти именно конструктивно ко всему этому, это два разных объекта, абсолютно разные архитектуры на сегодняшний день. И, в принципе, они получат юридически разные свои основания и разный бюджет. Это очень, кстати, важно. Ну, по сути, речь идет не о переименовании как таковом, а о разделении. Да? Я так понимаю, что это как, по примеру, театральной площади в Москве, которая была исторически театральной. После советской власти, значит, наступления, большую часть, которая за дорогой, переименовали в площадь Революции. То, что перед театром осталось театральной площадью. Собственно, вот, что-то похожее у нас получается. Леонид Лимонович, вы как историк, что скажете вот о цикличности об этой? И тем более мы узнали, что раньше она называлась Преображенской. Я занимаюсь историей города Якутска с 70-х годов. И в 2002 году издательство «Бичик» выпустило мою книгу под названием «Улицы, площади города Якутска». Вот. В этой книжке я осветил историю возникновения площади имени Ленина. Изначально, то есть до 1820-х годов, этот участок земли не был застроен. И только после строительства гостиного двора в 1836 году, который имел 44 магазина, в то время назывались они лавками. Прямоугольное здание, точно такое же здание, как гостиный двор в Санкт-Петербурге. Все мы это знаем. И 50-е годы прошлого столетия гостиный двор, здание пришло в ветхое состояние. В 1956 году решили снести и на этом месте образовать площадь. Эта площадь называлась тогда именем Ленина. Почему? Там же стоял памятник Ленина. Но он до сих пор стоит. Там же стоял памятник Ленина. И в 1963 году было построено здание Якутского обкома партии. Затем в 1967 году на новом месте установили вот тот самый памятник, который и сейчас стоит. Таким образом, получилось две площади. Одна сторона, то есть восточная часть, там уже без памятника Ленина. А другая сторона,
площади. Это уже А с название памятников. закрепилось, получается. Они разделены проспектом Ленина. И так получается как? Памятник Ленина на площади Ленина по проспекту Ленина. Вот такая тавтология. Мы коверкаем русский язык. Вот. Ну, у Виктора Николаевича явно свое мнение по этому поводу. Так, еще вот что. Ну, наши коммунисты, и правильно это замечают, в 1922 году, благодаря ленинской национальной Давайте политике... об этом скажут они сами. Виктор Николаевич, пожалуйста. Ну, Пантелеймонович с удовольствием знает эту историю. Я ему очень благодарен, что он это подчеркнул. Спасибо большое. Но я сразу хочу сделать вообще, чтобы у нас не ушел разговор в технический аспект. Техническую сторону рассматривали. Это совершенно не касается сегодняшней темы нашего разговора. Построили, что-то сделали, там и так далее. Это не технический, это политический вопрос. Совершенно политический. Это вопрос, который касается нашего самосознания, нашего умения продолжать традиции наши, духовно-нравственные традиции. И здесь нужен никакие аргументы, которые касаются, там, что-то сделали, построили, реконструировали, сюда не подходит. Сегодня площадь Ленина была образована... Виктор Николаевич, она в традиции была Преображенская. Может, мы тогда ее обратно в Преображенскую переименуем? Сейчас мы говорим о том, что ставится вопрос о переименовании площади Ленина. Нет никаких аргументов... О переименовании чтобы сегодня, части площади Ленина. Еще раз говорю. Никаких, ну, наша точка зрения, никакого переименования нет, никакого основания. Было решение принято совершенно легитимно, юридическим органом, Якутским исполнительным комитетом депутатов, трудящихся городским. И это совершенно, эта площадь содержит столько событий, все демонстрации проводились на ней, которые при советской власти. Это вопросы, которые решались самые основные. Площадь это, где это вече своего рода, собираются люди и решают вопросы. И сегодня то, что сделали реконструкцию, не мешает, не решает вопрос, еще раз хочу, технически. Поэтому нужно сегодня категорически и это первое, площадь должна оставаться имени площади Владимира Ильича Ленина. А говорит, часть этой площади, там памятник и пешеходная дорожка. Это не часть площади, это памятник, просто один памятник, где пешеходы идут каждый день. Поэтому это первое. Второе, здесь вот в этом году будем отмечать 155 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина, основателя нашего государства. Советская власть была 70 лет, но за 70 лет сделано столько, сколько вообще обычному государству не по плечу абсолютно. Виктор Николаевич, вы считаете, Поэтому что... сегодня Виктор Николаевич, мы еще раз говорим. Нет, у меня вопрос к вам. Да. Вы считаете, что имя Владимира Ильича Ленина у нас в Якутске недостаточно увековечено? Я еще раз говорю только о площади. Я не хочу, чтобы мы заходили куда-то в какие-то другие вопросы. Мы говорим о площади. Переименовывать или не переименовывать. Переименовывать – это значит нести сегодня раскол в единство нашего общества. Вот даже сейчас говорим, есть и за, и против, и так далее. Это недопустимо сегодня. И когда Геннадий Андреевич, когда он реагировал на эту инициативу, в кавычках, он выступал как государственный человек, который отвечает за безопасность нашей страны, за государственность нашей страны. И он не случайно привел слова Владимира Владимировича Путина: должны сохранить единство и сплоченность. Сейчас мы прервемся на небольшую... Все меры, которые будут приниматься Виктор Николаевич, нам пора... должны Виктор Николаевич, нам пора прерваться на небольшую рекламную паузу. Да. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Продолжим через пару минут.
Это программа «Якутия в деталях». Мы продолжаем обсуждать переименование части площади Ленина в площадь Республики в городе Якутске, предполагаемую инициативу. И хочу дать слово Наталье Альбертовне. Я еще раз извиняюсь. Меня 2 раза прерывали. Я не закончил, оба раза не закончил свою мысль. Виктор Я Николаевич, хочу- Виктор Николаевич, Я у нас еще время, раз говорю. у нас время ограничено. Меня 2 раза прерывали. 2 раза прерывали. Я все-таки еще раз хочу подчеркнуть, что это вопрос не технический, а политический. Нет никаких аргументов оснований, чтобы переименовать сегодня площадь Ленина. Мы услышали. 150-летие Владимира Ильича Ленина, Мы ус- год 80-летия мы ус- победы, мы которая услышали была вашу- одержана советским народом, советской армией под знаменем Ленина и Сталина. Такого сегодня допускать нельзя, да и в дальнейшем. Мы услышали вашу точку зрения. Уважаемые коллеги, да, большое спасибо за то, что так горячо относитесь к проблемам, которые у нас возникают в обществе. Держите руку на пульсе. И если брать в расчет тот материал, который мы посмотрели до дискуссии, вот обратите внимание, представьте себе ту самую линию времени, о которой вы говорили. Да, в какой-то период это была площадь Преображенская, и в основном первые люди, которые на нее вошли, были главными, это были купцы. Это были предприниматели. И умалять их важность в современном обществе тоже нельзя. Это драйвер развития экономики, один из драйверов. Далее, конечно, эпоха коммуниста. Естественно, Владимир Ильич Ленин – это тот человек, который был флагманом в этот период. И мы нисколько не умаляем его достижений, достоинств и влияния. Мы гордимся тем, что это российский человек. И был в свой период флагманом. Все правильно. Но этот период тоже, в общем-то, прошел. И теперь площадь, как главная площадь, она отражает полностью развитие и культурное, и социально-экономическое, и политическое. Поэтому говорить о том, что один из этих периодов является более важным, а другой менее важным, мне кажется, некорректно, Ирина, согласитесь. Это ведь так. Я сейчас пытаюсь абстрагироваться и говорить объективно. Вот. То, что произошло сейчас, это прямо чудо. Мне очень нравится, как преобразился облик нашей площади. Мне очень нравится, что мы вернулись к истокам якутского народа. Мне нравится, что там философия появилась. Эти серьги, это же не просто кодовязь, это связь с мирами. Поэтому, конечно же, мне кажется, что было бы неплохо все-таки посмотреть на эту ситуацию немного с другого ракурса. Мы очень ценим роль лидера коммунистической партии. Мы очень ценим роль Владимира Ильича Ленина. Но, коллеги, сегодня, когда я получила приглашение на эту передачу, я прошлась по кабинетам на проспекте Ленина 1, задавала вопросы разным людям, преимущественно молодым, и обращалась к ним с одним вопросом, очень простым с нашей точки зрения, ответ на который нам известен, но молодых людей он поставил в тупик. Я задавала вопрос, а какова настоящая фамилия Владимира Ильича Ленина? И большая часть людей, молодых людей, они затруднились ответить. Они не назвали Ульянов. Вывод какой? Памятник не учит истории. Историю учат в школах, историю учим мы. Поэтому все сводить только к тому, будет ли памятник, как будет называться площадь, мне кажется, тоже небольшой перегиб. Я понимаю вашу позицию, но те высказывания, которые мы услышали от лидера коммунистической партии, мне кажется, они возникли не на ровном месте. Просто до товарища Зюганова довели неполную информацию. Мы ценим лидера, мы преобразовали площадь, мы отремонтировали не только ту часть преображенную, но и классическую. Этот памятник долгое время не реставрировался, теперь он отреставрирован, он покрашен, заменен фундамент. И это еще раз говорит о том, что мы ценим, наши традиции. Поэтому, коллеги, давайте абстрагируемся и посмотрим на это с разных точек зрения. Ну вот, кстати, памятник обновили. Действительно, столько лет он стоял такой... 67-го года? Да. Так, я бы хотел еще напомнить вот что. Продолжая выступление уважаемого Виктора Николаевича в той части, которая говорится о основании нашей республики. Да, действительно, благодаря ленинской национальной политике народы Якутии получили государственность. Но это было итогом устремлений, чаяний лучших представителей якутского народа, начиная, может быть, Мазарбазекова, Сафрона Саранова, Алексея Аржакова, которые стояли на путях самоуправления. А Василий Никифоров
говорил Ксенофонтов, уже на позициях автономии федеративной России. И в 20-е годы молодые отцы, основатели Якутской республики, говорили: да здравствует Якутская автономная социалистическая республика. Так. И 90-е годы, когда Якутия находилась на распутье, молодые люди, в основном студенты Якутского государственного университета, поддерживая деятельность Верховного Совета Республики, скандировали на площади Ленина: да здравствует республика, национальная республика. И вот мы сегодня наблюдаем всякие предложения о том, чтобы вместо национальных республик создать такие губернии, то есть проводить политики губернизации. Сейчас, И в подождите. этих условиях я говорю: да здравствует республика. Если мы говорим о Владимире Ильиче Ленине как об исторической фигуре, которому, собственно, при котором наша республика и создавалась, мне кажется, вообще вполне логично, что у нас вот стоит памятник Ленину и площадь Ленина напротив площадь республики, которая создавалась при нем. Владимир Николаевич. Еще раз хочу подчеркнуть, я вот просто иногда некоторые вещи, нельзя промолчать. Когда говорят, эпоха закончилась. Какая? Эпоха закончилась социализма? Ничего подобного. Сегодня страна левеет. И мне вообще странно даже слушать о тех людей, которые вообще выросли в советское время. Все, не просто пользовались, они все это поддерживали. И этот курс, это замечательные традиции. Во всех отношениях одна из ведущих была стран. Ленин и Сталин всегда поддерживали автономию. Вот вы подчеркнули правильно, Пантелей Пантелеймонович. Это и Жириновский предлагал, еще другие там горе-политики, что автономию надо убрать. Сегодня Геннадий Андреевич Зюганов за автономию, за поддержку национальных республик. И этим он занимается ежедневно и всегда это подчеркивает. Но еще раз, эпоха социализма, эпоха Ленина и Сталина, эпоха советской власти не закончилась. Потому что мы видим сегодня историю, как развивалась, что наделали за 30 лет и более. Пришли к какому событию, которое сегодня происходит А интересно, на в планете. 2018 году Поэтому, комментировали ли переименование площади Ленина в Ульяновске на родине Владимира Ильича Ленина, переименование площади Ленина? вообще-то вы же знаете, город Ленинград же был у нас. В 2018 году, в 2018 году. Дальше же вы знаете, что был город Ленинград был. Да? Город Сталинград тоже был. И все эти символы и сегодня в памяти людей. Ну, коммунисты же не строили новые города. Вот эти новые города, они же их переименовывали. Ульяновск был Симбирском, Ленинград был Санкт-Петербургом. Страну коммунисты не строили. Они строили страну и новые города, Да но как? именно эти города они же переименовывали. Во время Великой Отечественной войны половина было участников, бойцов было, это были коммунисты. Вы говорите, не строили, через 15 лет после победы полетели в космос. Это что, не коммунисты? Я говорю про то, что новые города... Советская власть за эти 30 лет только мирной жизни из 70 построили великое государство, справедливое государство. Никто... Это с именем Ленина. И задавать такие вопросы просто, неприлично даже. Это значит не знать сегодня, увести какой-то разговор в другую тему. Еще раз, это не технический вопрос, какие бы ни были аргументы. Сегодня нет никакого основания в год 80-летия Победы переименовывать площадь Ленина. Сегодня бойцы у нас на специальной военной операции с красным знанием воюют. И возрождают тут тоже красное знамя вместе с нашим государственным флагом. А мне кажется, что наши бойцы вот все-таки не с красным знаменем воюют. Да, это плохо. Вообще-то в Берлине было красное знамя. Вы, наверное, плохо знаете историю. Нет, сейчас же вы говорите. Сегодня то же самое. Давайте мы вернемся к площади Еще раз новой хочу площади. подчеркнуть. Да, давайте вернемся к новой площади. Да, я вот стою на позициях присвоения названия республика. Почему? Потому что в этой площади должны быть наши символы. Какие? Герб, флаг, текст нашего гимна.
Поэтому наши руководители города и республики должны заняться этим вопросом. Их нет. Поэтому вот необходимо еще дальнейшее обустройство этой площади. Сегодня это предложение раскалывает наше общество. Раскалывает. Вот все говорят что-то. Половина так, половина это, и так далее, и так далее. Нужно прекратить эти. И нужно, я думаю, что Арсений Сергеевич сам понимает ситуацию, которая сегодня возникла. И я думаю, что он подумает очень внимательно и отзовет свое предложение. Хорошо, давайте прервемся на пару минут. Оставайтесь в студии, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы продолжаем обсуждать переименование части площади Ленина в площадь Республики. И поскольку у нас здесь депутат Гордумы, Аян Ильич, как, ваша точка зрения, да, на это, и как происходит вообще процесс переименования, если он происходит? С точки зрения... Спасибо. Я вначале насчет своей позиции, да. Инициатива о переименовании части площади Ленина, она, к глубокому сожалению, привела и приводит к расколу в нашем обществе, да. Есть противники, есть сторонники. И сейчас эта инициатива, я считаю, она не своевременна. Мы находимся накануне юбилея Великой Победы, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас наша страна находится, я думаю, в финале специальной военной операции. И как никогда нам нужна единство и консолидация всего российского общества. Мы все прекрасно знаем, что либеральная пятая колонна, она не спит, она только и ждет каких-то внутренних противоречий, чтобы зацепиться за это, захайповать. И я лично против переименования части площади Ленина в площадь Республики. Во-первых, исторически сложилось архитектурно, что это одно пространство. Выделять для площади Республики такую маленькую территорию, это, наверное, не совсем правильно. Были высказаны предложения от многих горожан, и в социальных сетях это прозвучало. Я предложение поддерживаю. У нас есть проспект Михаила Ефимовича Николаева, за который я, как депутат городской думы в прошлом году, обеими руками практически голосовал, можно так сказать, да, образно. Почему бы нам не построить рядом с проспектом Николаева большое общественное пространство и назвать его площадью Республики, большой по площади, оформить его соответственно, чтобы там можно было проводить многотысячные мероприятия, демонстрации, праздники, чтобы наш народ там мог и осухой провести. И у нас впереди 400-летие образования города Якутска. Через 7 лет наша республика отметит как раз еще 110-летие образования республики. И к этим памятным датам мы могли бы совместными усилиями образовать такое новое общественное пространство под названием Площадь Республики. Ну а как вообще сам процесс происходит? Как процедура проходит? Вначале инициатива была рассмотрена на межведомственной комиссии по наименованиям территориальных единиц, членом которой я являюсь. Я там свои доводы высказал. Комиссия тогда голосами 6 к 2 проголосовала за принятие этого обращения. Потом прошла процедура публичных слушаний. Большинство участников слушаний высказалось против переименования. Сейчас вопрос перейдет на заседание профильной комиссии в городской думе, потом будет вынесен на сессию, которая состоится уже 26 февраля. То есть вы, по сути, предлагаете такое другое решение абсолютно? Да. Новую площадь. Давайте послушаем самих горожан. У нас есть опрос. Изумительно сделали, все. Да? Что так все обновили Якутию нашу, Якутск. Все в тротуарах. Можно хоть покататься ли там на роликах. А знаете, что теперь это не площадь Ленина, а площадь Республики? Нет, первый раз слышу. Вот, и как скажете, ваше впечатление? Думаете, правильно? Я думаю, нет. Была площадь Ленина, и пускай бы осталась площадь Ленина. Очень хорошо. Очень нравится. Да. Красиво. Нам очень нравится. Вот наш Сергей нравится. Ага. Вот этот, как он называется, газон, что ли, да, вот это. Ага. Самое
Прямо даже по размеру, вот идем хвалим. Думаю, правильно. Почему? Ну, часть республики должен быть. Ленин уже давно нету его. Нравится, что чисто, что ты не по снегу ходишь. Ну и вообще, все, что новое, всегда все хорошо. Поэтому приветствую. Всем удачи. Я бы не менял бы название площади. Уж так прижилось, что площадь Ленина, она всю жизнь стояла площадь Ленина, и сейчас было бы. Что в этом площадь республики? Ну, ради бога. Очень красиво, современно. Мне нравится. Но единственное, что вот не нравится, это, ну не то, что не нравится, вот сказали, что половина площади это название республики, да, а половина остается Ленина, как бы, да. И мне бы хотелось, чтобы, конечно, площадь Ленина, она сохранилась. Хотя я не против площади республики. А так все нормально. Я бы оставил площадь Ленина все-таки. Почему? Потому что это уже здесь давно, и надо было, наверное, провести опрос, прежде чем принимать такое решение. Эстакаду, ну, хорошо сделали, вот, но хотелось бы побольше гирлянды, там, ну, конечно, Новый год прошел, но вот украсить бы вот побольше света, вот на той стороне, на этой, больше света сделать. Вот тогда действительно будет красиво. Тем не менее, считаете ли вы, что это совершенно новая площадь? Да, это новая площадь. Очень красиво постарались, сделали. Ну и желаю успехов. Предлагают назвать площадь республики. Вот ваше мнение? Площадь республики подойдет больше. Очень нравится. Вот очень нравится то, что вот есть вот, ну, как раз таки место, чтобы погулять вообще. Летом, мне кажется, здесь вообще будет круто-круто. Летом еще не видели же, к сожалению, вот. Считаете ли вы, что это совершенно новая площадь? Совершенно новая, да. Вот фонтан вот прям вот из-под земли, так, ну, как вот за центральным едешь, вот такой вот. Вот очень интересная тема. Предлагают назвать площадь республики. Ваше мнение за? Площадь республики определенно за. Очень такая просторная площадь, разделенная на два вот сектора. Очень даже такая именно хорошая. К вопросам нужно относиться очень внимательно и вообще по-государственному. Любой вопрос мы же поднимаем. Можно так сфабриковать, что, в принципе, он одну точку зрения, а другой может другую. Поэтому здесь я очень уважаю мнение, которое прозвучало, но это еще нельзя говорить, что оно, значит, где-то превалирует. Это очень субъективное Виктор Николаевич, вы же мнение. слышали, что там были разные мнения в вопросе. Еще раз, это 6 человек, а у нас население республики более 1 миллиона. Ну, понятно, это просто 700 тысяч, поэтому но здесь мы не нельзя. можем их всех показать, Это у нас очень время субъективно. Еще раз ограничено. хочу сказать, уважаем мнение, но этим нельзя спекулировать, нельзя. Да, я хотел бы возразить уважаемому Виктору Николаевичу. Еще в 90-е годы предлагались в средствах массовой информации, в частности газета «Сахада», о переименовании площади Ленина. Я помню даже выступление народного художника Афанасия Николаевича Осипова. Он даже предлагал перенести памятник Ленина на территорию музея. Вот. 10 лет назад я писал статьи о переименовании площади Ленина на новое имя «Республика». И сейчас вот многие ошибочно думают, что Арсений Сергеевич, наш Илдархан, это как будто его «хотелка» в кавычках. Нет, это предложение основывается на изучении общественного мнения. Еще с 90-х годов такие предложения выдвигались. Так что я вот возражаю против утверждения Виктора Николаевича. Мы промолчали за некоторые вещи. Я еще раз скажу, очень важно. Переименовали в свое время, значит, район Ленинский в Нюрбинский, Орджоникидзевский в Хангаласский. В Чурапче 2 года, ну, в прошлом году переименовали улицу Карла Маркса
Виктор Николаевич, Во имя- в свое во имя время, Пелигина Павла, коммунисты олимпийского чемпиона, переименовывали промолчали. вообще все. Переименовали площадь, переименовали можно, улицу пожалуйста. Ярославского Виктор имени Николаевич, Егора ваше Афанасьевича мнение, Борисова. безусловно, Я еще раз хочу авторитетно. сказать, промолчали. Такое нужно прекращать и не допускать. Виктор такого. Николаевич, мы вас... история России начинается не с Советского Союза. И исторические названия, которые возвращались, это вы тоже знаете, нормальная когда практика. присвоили Я площадь вас Ленина? выслушал, Какая послушайте дата меня, была? Какая пожалуйста. была дата? У нас на сегодняшний Дата день... была 325 У нас лет на сегодняшний день вхождения самая, Якутии в состав одна из Российской Федерации. самых Было принято Виктор Николаевич, пожалуйста, площадь Ленина. не мешайте говорить. инновационных Ну, чтобы республик. говорили, ну, В как-то конфликтологии правду есть понятие инновационный конфликт. То есть, когда что-то новое начинает сопротивляться, да. И это новое не заведешь, если, ну, вот без этих вот моментов. А когда мы говорим о новой площади, о том, что там действительно применены инновационные технологии, о том, что там отражаются различные эпохи, да, культура народа, и при этом Владимир Ильич Ленин смотрит на нее и указывает рукой, он, безусловно, гений, так же, как и Владимир Путин. Но он сохранен памятник Ленина на этой же рядом площади. Все должны быть исторические моменты на площади республики быть представлены. И это будет правильная позиция. И я за то, чтобы у нас была площадь вот с самого республики. начала я попросил не переводить это в технический какой-то разговор. Почему технический И всё равно разговор? Мы же говорим о том, технический, что... бытовой разговор переходит. Бытовой. Никакой истории, подоплеки каких-то объективных аргументов нет сегодня. Виктор Николаевич, вот Никаких. историк стоит с вами Сегодня рядом. очень важно сохранять единство и сплоченность. Сегодня вы посмотрите, что делается. Одни, значит, слова вообще никто не отвечает даже за слова в интеграте. Никто их в интернете, никто их не поправит, не посмотрит, не проанализирует. У нас есть и департаменты различные. Администрация главы республики надо вообще-то остановить немножко. Это приводит вообще к плохим результатам, когда сталкивают мнения людей. И они все, каждый день нарастает эта напряженность. Нужно ее остановить. Остановить это значит прекратить разговоры о переименовании площади Ленина. Ну и Прекратить. нагнетать, коллеги, ситуацию таким образом, что нас сравнивают с бандеровцами, она тоже недопустима. Но это вам, как члену общественной палаты, можно было это не говорить, вы не правы абсолютно. Ну, я так понимаю, с вашей позиции, в вашей риторике не правы все, кроме вас, и мы это уже почитайте услышали. очень внимательно и посмотрите, сравнивают Такое нас, ощущение, вас. что мы такое? сейчас говорим о единстве, На это но раскол скатываетесь. сейчас вот здесь вносит... Конечно, конечно. А как спокойно говорить, что там сделали что-то новое, что-то построили, заасфальтировали? Как говорить? Мы говорим переименовать площадь Ленина действительно или нет? сделали новое, Виктор Зачем Николаевич. уходить? Новое. Что новое? Значит, старое перечеркнуть. О чем вы говорите? Так остается памятник. Памятник отреставрировали тоже за счет бюджета. Вообще Остается проспект. Странный разговор, абсолютно странный. Мне даже удивительно вот сейчас. Так я и говорю вам, это новшество, это инновации. Без конфликта, к сожалению, вот, ну, как бы жестко не звучало это слово, но не получается. Да, будут разные мнения, но иначе прогресса не будет. Как стране вперед идти, как идти республике вперед. Посмотрите, вы не отрывайтесь от реальности. А мы все смотрим, на сколько там лет назад. Вопрос победы. Все для фронта, все для победы. Так все и работают для фронта и для победы. Не втягивать сегодня нашу республику в противоречия различные. Нельзя втягивать сегодня. Так вы и втягиваете. Как это мы? Что мы начали этот разговор? Вы извинитесь Так хотя бы. вы из него делаете какую-то политическую подоплеку. Ну что ж, обсуждение сегодня было жарким. Надеюсь, что и зрители, вы, уважаемые зрители, составили свое мнение по этому поводу. Благодарю всех гостей в студии. На этом программа «Якутия в деталях» подошла к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.